Вот так мы и занимаемся спортом сами и вовлекаем в спорт других людей. А теперь на это есть еще и дополнительные деньги. Проект «Зеленый фитнес» появится еще в 30 городах страны. Почти 10 миллионов рублей потратят как раз на расширение географии. Фитнес, йога, танцы и все это в парках, скверах, пляжах, набережных городов и районов. Это не только спортивное движение, но и социальное. Этот сезон, за это лето мы вовлекли порядка 25 городов уже. И это не только Татарстан, это и другие регионы. Самая восточная точка в проекте – это город Иркутск. На создание спортивного зала и кухни планируют потратить порядка 3 миллионов в Челнинском центре «Чудо-дети». Грант выиграл проект «Семейный клуб здорового образа жизни для детей с ментальной инвалидностью». Он принимает воспитанников со всей республики от 1,5 до 18 лет. Детки с синдромом Дауна, и дети с аутизмом, и с органическим поражением головного мозга. В общем, детки тяжелые, от которых очень многие специалисты отказываются. А вот больничные клоуны теперь появятся в Елабуге, в Челнах. Проект работает уже 5 лет. Расширяться планируют за счет грантов в проекте, фестивале и представления. Мы приходим в больницу, чтобы немножко переключить их от болезненных процедур, создать позитивное настроение, стать им другом. Мы не аниматоры, мы не приходим заставить улыбнуться или рассмеяться. Мы просто приходим, чтобы подарить радость. 9 татарстанских проектов в поддержку культуры и искусства также стали победителями. Один из них – творческий акселератор для театральных кинематографических проектов Константина Хабенского «Артхаб». На грант заявились в прошлом году, но неудачно. На этот раз все сложилось. Проект работает в 2 направлениях. Один из резидентов – театр «Сдвиг». И мы соединили несколько таких технологических аспектов. Это момент инкубатора, когда за счет большого количества экспертов очень быстро помогается проекту развиться, например, кино. Да. Второй момент – это место, соответственно, где есть и возможность сесть поработать, где есть возможность и что-то репетировать, что-то записывать. Если по сумме, то это 5 миллионов 800 тысяч рублей. Все эти деньги уже расписаны в гранте, они целевые, они пойдут на как раз то, о чем говорила Анна, на то, чтобы создать всю эту инфраструктуру, для того, чтобы работать с этими людьми. Хотим создать такую некую базу актеров, да, у нас в Республике Татарстан. И эти деньги как раз могут быть полезными и нужными именно для создания этой интернет-платформы. Также в числе победителей проекты по сохранению исторического наследия, по благоустройству территорий и анимал-терапия. Всего победителей 60. Общая сумма грантов – 95 миллионов рублей. Альбина Асылгараева, Данил Филатов, Ильшат Аюпов и Рамиль Закиев. ТНВ. Казань. Набережные Челны.